По версии следствия, Аслан Блаба связался с ранее допрошенным свидетелем Чалария, мастером по тонировке, по просьбе Эрика Чкадуа, чтобы затонировать автомобиль. По словам допрошенного Автандила Чалария, по просьбе Аслана Блаба к нему в мастерскую для тонировки привезли две машины – Honda Accord и Toyota Mark II. Подсудимый же с показаниями не согласен, однако его допрос стороной защиты начался с заявления Блаба о взаимоотношениях с убитыми. Он отметил, что с жертвами убийства дружил, был в хороших отношениях и выразил соболезнования их родным. Блаба рассказал, что в декабре 2019 года он получил повестку о явке в Сухумскую городскую прокуратуру, был допрошен следователем, в частности, о знакомстве с Эриком Чкадуа и другими лицами. Уже 3 января 2020 года, как отмечает Блаба, во двор ворвались люди в масках для задержания. Обвиняемого доставили в СИЗО СГБ Абхазии. Там на столе лежал пистолет, похожий на мой, который хранился у меня дома. Мне задал вопрос: это ваш пистолет? Я сказал: похож на мой. А там говорю: напишите, что мой. Придет время, на суде разберемся, мой, как он сюда вообще попал и тому подобное. 4 января 2020 года меня спустили на допрос. Следователь Ломя в первую очередь задал мне вопрос: что за машину вы тонировали по просьбе Чкадуа 19 ноября 2019 года. На одном из прошедших заседаний специалист по тонировке машин Автандил Чалария рассказывал, что 19 ноября 2019 года обвиняемый Аслан Блаба попросил его о тонировке передних боковых стекол иномарки, предупреждая, что затонировать стекла к мастеру приедет некая девушка. В мастерскую позже действительно приехала девушка на Honda Accord. По словам Чалария, он объяснил ей, что работа будет окончена в течение часа, но завершил тонировку стекол даже раньше. Позже, по словам свидетеля, Аслан Блаба снова связался с ним и предупредил, что данная машина вновь вернется, и нужно затонировать также лобовое стекло. Однако, как отмечал ранее свидетель Чалария, вернулась уже не Honda, а Toyota Mark II, за рулем которой, по его словам, был Дато Ахалая. Он сообщил, что приехал от Аслана Блаба и попросил полностью затонировать автомобиль. По версии следствия, именно на этой машине обвиняемые приехали на место убийства и скрылись с него. Ломя пытался меня убедить, что вначале он говорил, что после Ауди меня, оказывается, мой друг подставил, Чкадуа Эрик, и после этого тонировался якобы Марк II. Естественно, хотя ты знаешь, что такое может быть, но это все-таки шок, знаете, психический. Я говорю, этого не может быть, о чем вы говорите. Тогда мне посоветовал мой защитник Радская, что записать, что я не знаю, что за машина. Я так и сделал, я говорю, я не знаю, что за машина тонировалась, я не уточнял. А для того, чтобы я не хотел врать там что-то следствию, я хотел говорить, как есть. Я говорю, давайте я звонил, говорю, возьмете распечатку, я тоже хочу мою распечатку, и тогда уже дам дальше показания, а на этом этапе я больше ничего не буду давать. Спустя некоторое время, как утверждает Блаба, он попросил предоставить ему распечатку звонков, а на депонировании показаний утвердил, что свидетель Чалария врет. После получения распечатки вызовов, как отметил Блаба, он просил, чтобы его повторно допросили, но, по его словам, следствие не реагировало. Аслан Блаба также отметил, что он действительно связывался с Эриком Чкадуа 19 ноября 2019 года. Он отметил, что Эрик Чкадуа попросил его затонировать для знакомой 2 передних стекла в долг, так как у него не было наличных денег. Подсудимый, как он рассказывает, позвонил Автандилу Чалария и попросил затонировать 2 стекла на серебристой Ауди. И вот я набрал Чалария 14-15. Говорю, привет, ты где на работе? Да, можешь, говорю, затонировать 2 передних стекла? Он у меня спросил, что за машина. Я говорю, забыл спросить, там девочки попросили, говорю, друга моего. Наверное, говорю, Honda Accord или GS, говорю. И сразу там же спрашиваю, какая, в принципе, разница. Разница, говорит, в том, авто, что разница в цене, говорит, узнай седан или джип.
Позже Автандил Чалария сообщил Блаба, что тонировка завершена, после чего Эрик Чкадуа попросил затонировать и лобовое стекло. Полная работа, включающая тонировку передних стекол и лобового стекла, была оценена мастером в 4000 рублей. А там же я у него интересуюсь, а машина там или забрали? Он говорит, машину забрала она. Тогда хорошо, говорю, тебе ее привезут сейчас. И все. Я позвонил Эрику, чтобы сказать ему, чтобы он погнал машину, что тонировщик еще не ушел. У нас телефонный разговор прервался с Эриком. Все, что говорю, после этого звонка больше я Чалария не звонил. Подсудимый Блаба отказался отвечать на вопросы гособвинения. Потому начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даурамичба, также ссылаясь на противоречия в показаниях, ходатайствовал об оглашении показаний Блаба от 4 января 2020 года. Примерно в середине ноября, точную дату вспомнить не могу, возможно и 19 ноября, мне позвонил на WhatsApp мой друг Чкадуа Эрик и попросил договориться с мастером тонировки авто, работающим в гараже неподалеку от детской поликлиники в городе Сухум, в связи с моими хорошими с ним отношениями о тонировке машины в долг. Какую именно автомашину я не стал уточнять. В тот же день я позвонил авто и попросил его затонировать стекла автомашины. Сказал, что ему привезут автомашину, которую следует затонировать, а я позже расплачусь за работу. Авто согласился. После этого я позвонил Эрику и сказал, что он может отвезти указанную автомашину авто. Авто был уже в курсе. Эрик поблагодарил меня, на этом разговор закончился. Сам подсудимый отметил, что при даче показаний сообщил, что речь идет об автомобиле марки Audi, но, по его словам, это уточнение не внесли в протокол. Блаба заявил, что, по его мнению, следователи специально не допрашивали его после первого допроса, так как знали, что он все вспомнил и получил распечатки телефонных звонков. Однако аналогичные показания, согласно протоколу, зачитанному стороной обвинения, Блаба давал и во время второго допроса 13 января 2020 года. В свою очередь, адвокат Аслана Блаба Марина Таня сказала, что ее подзащитный уточнял марку машины во время допроса. Абсолютно один в один текст. Обратите внимание, пожалуйста. Такое не бывает в практике. Я не знаю, чтобы один в один просто в компьютере было набрано, это мое мнение, перенесен. Только к такому выводу я могу прийти. То, что это формально был допрос, именно почему, я вам объясню. Да потому что мой подзащитный сказал, что принесите распечатку, я тогда полностью разложу по минутам, по секундам. Заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба отметил, что в действительности в депонировании показаний от 8 января упоминается марка автомобиля Audi, однако, по словам Тыркба, в протоколе показаний от 13 января марка машины вновь не упоминается. То, о чем говорит вот здесь Блаба, что его лишали возможности, что Ломя такой, значит, следователь, который его вводил в заблуждение, допустим, но это отчетливо видно, что это не так по последующим событиям, когда, вот он же сказал, когда вступил другой следователь на более поздней стадии, и мы об этом допросе сейчас, наверное, его тоже будем оглашать, он пустой, конечно, но тем не менее он состоялся 15 марта 2021 года, когда Блаба отказался от дачи показаний, когда у него была реальная возможность. Я извиняюсь, 4 марта. 15 марта это последний допрос. 4 марта 2021 года уже другой следователь, которого фамилия Таркил, если, допустим, Ломя не нравился ему, или там Ломя в заблуждение вводил, как говорит Блаба, почему же он тогда, следователь Таркил, не дал развернутые показания, которые он так долго хотел, в течение 2 лет о них заявить? В ответ на уточнение Тыркба адвокат Марина Таня заявила, что ее подзащитный не доверял следствию и хотел дать развернутые показания непосредственно в зале суда. В показаниях от 15 марта 2021 года Аслан Блаба частично признает свою вину в части незаконного хранения огнестрельного и холодного оружия, однако подчеркивает, что к преступлению не причастен. Ему разъяснена и понятно, вину он признает уже частично. А именно, признает свою вину, предусмотренных статьями части 1 статьи 217 Закона о хранении огнестрельного оружия и части 4 статьи 217, то есть незаконное хранение и ношение холодного оружия. Уголовного кодекса в остальных деяниях и эпизодах вину не признает. Блаба также, отвечая на вопрос суда о возможности наличия у свидетеля Чалария мотивов оговаривать его, ответил, что, по его мнению, они могли быть. Следующее судебное заседание состоится 18 июля. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение.